Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Время, в котором мы живем, все чаще ставит перед человеком простые, но очень жесткие вопросы. Кто ты, на что ты опираешься и за что готов отвечать? Эти вопросы не звучат громко, они приходят в тишине, в личном выборе, в поступках, которые не всегда заметны со стороны. Сегодня особенно остро ощущается потребность в точках опоры, местах и людях, которые помогают не потеряться, не раствориться в потоке информации и мнений, а сохранить внутренний стержень. И, пожалуй, главный разговор сейчас – это разговор о смыслах, о памяти, о преемственности, о том, что связывает поколения и делает общество единым. Что такое патриотизм сегодня? Чувство, долг или личный выбор? Можно ли ему научить, или он рождается только через пережитое? И как меняется человек, когда проходит через испытания, которые невозможно отменить или забыть? Об этом сегодня поговорим с Сулустаном Заболоцким, директором Центра «Патриот», председателем Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Добрый вечер, Сулустан. Здравствуйте, Ирина. Ну, давайте с личного начнем. Какой жизненный опыт, какие события сформировали у вас ощущение необходимости заняться вот именно патриотической работой, поддержкой ветеранов? Да, вы знаете, Ирина, мне кажется, к этому все шло. Вот если так взять, да, вообще, до 22 года я даже и не предполагал, не думал заниматься вот направлением поддержкой ветеранского движения, да. И как-то, ну вот если брать сначала, вообще сначала специальной военной операции, я там занимался и волонтером был. Получается, мы с апреля в составе группы поехали с гуманитарной миссией с Андреем Сендаминовичем. У нас было там не очень много человек. Это было в апреле 22 года, там только все начиналось, и наших земляков там было не очень много. С Андреем Сендаминовичем Федотовым, постоянным представителем. Да, вот он собрал нас, получается. Мы убыли на Донбасс, в город Волноваха. Я как человек вообще не военный, да, там, как бы я никогда не думал, что так произойдет. Просто я приехал в Волноваху, первый раз увидел, что такое война, вот именно в своем прямом понимании. Вот. Ну, если так, я могу долго рассказывать, если честно, но если по вашему вопросу, то да, вот я вот и начал заниматься и волонтерским движением в 22 году, и уже непосредственно участвовал в восстановлении Донбасса в городе Кировское, тоже очень долгое время. Но поехали вы же сначала как наш коллега, да? Вы же были... Как военкор, да, конечно, да. Я тогда еще работал в Сахамеде, зам генерального директора, освещал эту нелегкую работу, поэтому хочу выразить всем вашим коллегам, моим бывшим коллегам, да, военным корреспондентам, огромное спасибо за то, что они делают. Вот сейчас вот тоже ваш коллега Николай Борисов приехал, насколько я знаю, с зоны специальной военной операции, тоже освещал, показывал там наших ребят, там их деятельность. И насколько, у нас сейчас Александр Коваленко. Да, Александр Коваленко сейчас находится на службе, тоже в зоне проведения специальной военной операции. Надеюсь, скоро приедет, так что все нормально будет. Вот, и получается, да, я был там и как военкор, и как волонтер. В 22-23 году, получается, уже работал по снабжению наших якутских военнослужащих. После мобилизации 22 года наших земляков там стало очень много в военных частях. И вот, то есть на зоне проведения специальной военной операции. И все осложнялось тем, что никто не знает, где, если секретная информация, там связи нету, ничего нету. И как-то так мы с Владимиром Укоевым мы вместе в паре работали на транспорте и, получается, доставляли эти грузы. Кстати, мне это очень помогло, потому что, как я считаю, да, как оцениваю себя и свою деятельность, да, мне даже больше помогло, чем я отслужил, да, непосредственно в зоне проведения специальной военной операции, потому что когда я был волонтером, да, я непосредственно сам приезжал с ребятами, знакомился с разных родов войск и с разных подразделений. Допустим, я служил только в одном подразделении, да, а встречался, когда волонтерил, это получается с многими разными, сотнями ребят. С нашими земляками, которые в разных подразделениях конечно, служат. Да, это мне очень сильно многого дало, и знакомств, и знаешь, где ребята находятся, поэтому в данное время, работая по направлению поддержки наших ветеранов, мне очень легче буквально за 2-3 звонка, либо сообщения, можешь узнать где, как, что, какую-то ситуацию. И вообще работая по поддержке наших ветеранов, с ребятами, которые непосредственно вернулись уже с проведения боевых действий, это очень сильно помогает вообще.
и твои знакомства, там, ребят, с которыми ты подружился, там, ну, и уже общаешься, там, да, не скрою, конечно, да, там уже некоторых нету уже ребят, да, к сожалению, там они нас покинули, да. Но вот это вот общение там с ребятами, там, ну, здесь, допустим, если встретишь ребят, которых ты там видел, там вообще обнимаешься, прямо как-то все как-то проходит, вспоминаешь, ну, как-то. Поэтому сейчас больше народу привлекаем в нашу ассоциацию, поэтому и работать с ветеранами как-то. Я не говорю, что легко работать с ветеранами, это вообще очень такой, это такие ребята, которые сильно как такие, ну, не попросишь, они там не сразу соберутся, грубо говоря, там у всех свои заботы, там у всех свои проблемы, там. Вот, поэтому, а проблемы такие есть, которые там их сложно решить, там, требуется время для того, чтобы решать такие проблемы там, определенного там, документального характера, либо там какие-то вопросы, связанные с, непосредственно там, ну, с СВО, да, там, что-то узнать, там, есть ли он там, ну, и тому подобное. Вопросов очень много, особенно от родственников самих вот ветеранов, от самих военнослужащих. Поэтому... То есть, наверное, от родственников даже больше вопросов, чем от самих Да, ветеранов, да, да? конечно, да, там. Я даже сейчас не могу сформулировать свой ответ, да, вот ясно, потому что вопросов там очень много, и они все от мала до велика. Поэтому, слава богу, что нашу ассоциацию поддерживает руководство республики, ну, вообще страны в целом, да, поэтому мы там уже через наши официальные письма вот стараемся как-то повлиять, решить какие-то вопросы, поэтому это очень помогает. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39. Ну, получается, вы там и на передовой были, и бойцам помогали, да, и волонтерили. И что вот из этого опыта сильнее всего влияет на ваше видение работы Центра «Патриот»? Давайте вот к Центру «Патриот». Ну, вообще я скажу, что наши военнослужащие, да, они в основном представляют молодежь. Поэтому работать именно с молодежью — это очень такой, ну, бесценный опыт, который я приобрел, да, поэтому как-то мне кажется, когда я, ну, когда вот работал волонтером, тоже это был бесценный опыт, да, и когда вот служил, поэтому как-то, ну, все, что связано вот именно вот с проведением специальной военной операции, это вообще колоссальный опыт, и поэтому здесь непосредственно гражданки, да, ну, здесь вот уже у себя в республике, это помогает прямо реально, там, если при общении, там, при встрече там, с ребятами, либо еще как-нибудь, это прямо дает о себе знать вообще. А вот возвращаться на гражданку сложно было? То есть вот когда возвращаешься к мирной жизни, вот это вот ощущение разрыва между тем, что вы пережили, и тем, что как здесь идет практически я понял. Ну, жизнь. Я сразу скажу, меняется. да, то, что среди нас, да, среди и ветеранов, среди военнослужащих есть ребята, которые пережили вообще страшные вещи, вообще там даже говорить о них страшно, да. Поэтому, ну, конечно, разница есть там. Вообще, начну с того, что непосредственно там противник хочет, у него есть только одна цель — тебя уничтожить. Убить. Да, тебя убить. Поэтому все это вооружение, все эти БПЛА, дроны, они не сделаны для того, чтобы там пересылать почту, да, там, или еще что-нибудь. Это только с одной целью — тебя уничтожить. Что делаем и мы? Наши вооруженные силы, тоже защищая нашу Родину, делают то же самое — уничтожить противника. Поэтому, конечно, это любой человек, который там находится в стрессовой ситуации, потому что на гражданке тебя не так часто тебя убить не хотят, так как там. Вот, поэтому ощущение, ну, здесь очень сильно помогают твои близкие люди, твои друзья, твои родные. Поэтому... Но, с другой стороны, может быть, немножко даже проще в том смысле, что ты четко знаешь, где свои, где враг, да, где черное, где белое, и да. нет полутонов, да? Или да. я не права? Это, знаете, даже если там есть четкое разграничение 22-м годом, да, там, и уже 23-м, 24-м, это, допустим, если брать тыл, да, там, допустим, ну, когда вот, допустим, в 22-м году, когда я работал волонтером, мы работали на Донбассе, в тыловых городах, и, ну, что такое дрон, особо не знали, потому что там это не было так развито. Потом уже, как со временем, когда противник уже приобрел навыки, ну,
в работе с дронами, с БПЛА. Это уже все стерлось, поэтому уже такого понятия, как тыл, уже как бы не стало. Там противник уже залетал и далеко-далеко вглубь нашей территории. Ну, как... Ну, сейчас беспилотники уже и до Урала долетают. Да. Поэтому так, ну, все равно как бы есть такая, как бы так, ну, опаска все равно, поэтому не чувствуешь себя в безопасности, так скажем. Но, конечно, когда ты находишься здесь у себя на родине, ты и работаешь здесь, и спокойно здесь, там, поэтому и должен ты социализацию свою проходить, ресоциализацию именно проходить в полном объеме, потому что все-таки жизнь продолжается. Там уже нету с собой постоянно там оружия, автоматов, нету уже там задач перед тобой, чтобы разведать территорию, узнать, где противник, уничтожить его, сопроводить, посмотреть, куда он зашел, там, что с ним стало. Такого нету. Ты уже ты должен прийти, уже спокойно работать в мирной жизни, помогать своим близким, друзьям, поддерживать свою семью. Вот, поэтому я хочу сказать то, что наши ветераны, да, в большинстве своем, в большинстве, они так и делают. Потому что, ну, как я раньше думал, да, там придут, все там проливается там и тому подобное. Сейчас у меня очень много знакомых, очень много друзей, которые вообще не употребляют алкоголь, молодые пацаны, да, молодые ребята, не знают, чего хотят, уделяют время своим близким, своим семьям. И главное... Ну, говорят, зумеры вообще алкоголь, в отличие от нас, миллениалов, не особенно. Да, ну это же круто же, это же вообще классно вообще, поэтому, ну я не про зумеров имел в виду, но если так уж, это наоборот хорошо вообще. Я помню, вот, допустим, в нашей молодости, там, в начале 2090-х годах, там, смотрели, там, ну, алкоголь там даже в киосках продавали, помните, да, там, даже и крепко продавали в киосках остановок, это вообще, куда это вообще? А сейчас у нас культура отвыкания вообще там. У нас хорошо еще вот в регионе тут алкоголь продаются там, с 2 до 8. Там. Ну и спортом можно заниматься. Конечно, везде. конечно, да. Поэтому все вот, все мы правильно делаем. То, что и развиваем, вот, и ЗОЖ там. Кстати, в других регионах, ну, не сильно понимаю, что такое ЗОЖ. Я говорю, ну, здоровый образ жизни. Это у нас, получается, еще с начала 2000-х уже начали вот... Это Михаил Ефимович придумал. Да, ЗОЖ, это он придумал же. Да, и когда я об этом кому-то говорю из Москвы, вот когда приезжают с пропагандой ЗОЖ, они очень удивляются и не верят. Да, что такое ЗОЖ там, говорят. Там. Они еще думают, что это с комсомолом связано. Они знают, что это, но не думают, что это придумали у нас. Ну да. Вот как руководитель Центра «Патриот», расскажите, в чем его главная миссия? Главная миссия вот нашего молодежного центра «Патриот» — это объединение всей молодежи. У нас очень много общественных организаций молодежных, которые непосредственно проводят у нас время там. Будь то какие-то фестивали, встречи, сборы, тренировки, репетиции, концерты, там, вечера там, и тому подобное. У нас сейчас в данное время 12 резидентов, которые прошли отбор. Из 39 резидентов у нас, получается, 12. Мы им предоставили офисные помещения, там, технику, компьютеры, ну, все, что нужно, да, для работы. Ну и главное, локацию. То, что если они хотят проводить непосредственно у себя в организации, они выбирают нашу локацию и проводят там свои там, семинары, лекции, какие-то встречи. Там. Ну и радует больше всего концертный зал. Мы специально сделали концертный зал без таких вот кресел, которые, чтобы мы сделали именно трансформируем, чтобы можно было сделать там пустоту. И потом я иногда вечером наблюдаю то, что там ребята проводят какие-то такие лекции свои, там, потом вечером у них там просто там, идет какая-то дискотека, короче. Поэтому вот так вот. Мы сдвигаем все стулья, и у нас получается такое длинное пространство. Включаем аппаратуру, там, у нас там прекрасные экраны, прекрасная аппаратура, поэтому там, все проводят там, с удовольствием вообще свое время. А чем он отличается от других площадок? Да, потому что у нас разнообразие площадок вообще. Вот, если вы помните, да, вот я в своей молодости, да, в своем студенчестве играл в КВН. И у нас была единственная локация, которая нам жестко... Это КЦ-ИГУ, да, Сергеляхские огни. Раньше он назывался КЦ-ИГУ, потом Сергеляхские огни, потом КЦ-СВФУ как-то, и тому подобное. Вот. И мы там все проводили, все лекции, все там тренировки, репетиции, там какие-то встречи, потом какие-то семинары, и все в одном здании вообще там. У нас там 1000 было, там был, я помню еще здесь, допустим, 10 метров здесь КВНчики, через 10 метров там танцоры, потом еще там певцы, там гул, там
Вот, а поэтому сейчас я вот смотрю, и у каждого там своя локация, там свое помещение. Это же прекрасно вообще. Да, вот у нас очень разносторонняя молодежь. Я там тоже немного, ну не то, что немного удивлен, но не думал, то, что у нас прямо некоторые направления очень сильно развитые прямо. Вот как вы говорите, среди зумеров. Там. Ну, это, наверное, хорошо, потому что если это человеку нравится, это приносит ему удовольствие, ну, не во вред себе, конечно, там, нельзя, там, допустим, играть там, в компьютер, да, там, сутки напролет, допустим, да, там, есть какие-то ограничения и тому подобное, поэтому, ну, приятно смотреть, что люди занимаются тем, что им нравится, и развиваются сами. Когда вы вот только возглавили центр «Патриот», да, и представляли себе, как все будет, совпадает оно с тем, что сейчас? Ну, во-первых, да, в общем, это было, получается, лето 25-го года. Там у нас это здание, вот, да, в общем, которое сейчас находится на 202-м микрорайоне, 18/3, молодежный центр «Патриот». Это здание стояло очень долго, с 2008 года пустовало. Вот. Мне когда дали проект, я начал уже работать с подрядчиком. Мы там проводили чуть ли не каждый день, следили за ремонтом, следили за... У нас была своя комиссия, которую непосредственно я туда тоже входил. Туда входили и специалисты из Министерства молодежи, Минстроя, СГЗ, там, Технадзора. Ну, вообще там очень такая уверенная команда была, комиссии, которая вот здесь так не должно быть. Здесь, они вообще, прям это, благодаря этой комиссии у нас, слава богу, все прошло как на проекте, так и сделалось. Вот. И я немного думал, как-то по-другому, короче, будет, да, но все равно там есть определенные такие, локации, которые я хотел бы видеть, но они, к сожалению, там их не было, поэтому в принципе, все как запланировали, так и получилось. Ну, сразу скажу, что у нас молодежный центр «Патриот» расположен на 2-м, 3-м этажах, и сверху, получается, на 4-м, 5-м, 6-м, 7-м этажах это Министерство экологии. Просто многие путают то, что вот все здание передали молодежному центру, там у вас там столько помещений. Ну, нет, на самом деле у нас 3275 квадратов занимает 2-й, 3-й этаж. И тоже очень много, почти каждый второй спрашивает, почему нет фудкорта? А почему нет фудкорта? А потому что фудкорт у нас будет находиться на 1-м этаже, и это уже не наша территория, это территория ЖДЯ, железной дороги Якутии. Вот, и они в скором времени уже работают по в поисках арендаторов, поэтому... Ну, то есть фудкорт появится? Да, конечно, поэтому мне многие очень говорят, там, вот вам нужен фудкорт, чтобы к вам ходили и тому подобное, там, просто тусовались. Я, конечно, понимаю, что там ребята просто приходят тусоваться, но очень многие спрашивают про фудкорт, поэтому я сразу сказал, что он будет именно на 1-м этаже. Ну, а бывает так, что вот ребята приходят в центр случайно потусоваться, а уходят уже патриотами? Они просто как приходят, но я бы не сказал, что там придут, там, у нас нет такого, там нету никакого зомбирования, ничего такого нету там. Просто ребята приходят потусоваться просто так, видят то, что им понравилось, там, или там, допустим, что-то они хотят сделать, допустим, да, там, подкаст свой снять, либо там студия им нужна, там. У нас тоже есть студия мнений, где у нас там есть расположены свои камеры, хромакеи. У нас там есть очень сильный компьютер, которым я очень сильно горжусь, потому что он самый быстрый, дорогой вообще безумно. И все наши монтажи мы делаем именно на этом компьютере, поэтому и время так много не занимает, и ребятам удобно. Вот, поэтому все в пределах разумного, можно прийти. Если что-то интересует, можно заниматься именно тем, чем ты хочешь. А есть какие-то, понятно, что точка сборки разных проектов, а есть какие-то проекты, которыми вы прям гордитесь? Да, короче, смотрите, знаете, с чем я хотел сказать вначале, но не сказал, но все-таки скажу. Я прямо не думал, что у нас молодежь прямо так сильно увлечена компьютерными играми. Вообще прямо, я думал, я в своей молодости, да, там, в компьютерных клубах мы играли там в Counter-Strike, там, 1.6, да, там, всякие там, Doom, там, Duke Nukem, ты знаешь, да, я рубилась. Да, а я играл в StarCraft первую часть, там, чемпионом был, там, да, своего подъезда, так скажем. Вот. А сейчас это вышло на другой уровень, что ли. Я вот смотрю, вот наша команда, сборная России, получается, да, это ХАТУ, которая себя прекрасно показывает на международной арене, занимает и призовые места, очень сильных конкурентов команд они выигрывали.
И вот за ними у нас киберспорт очень сильно развит в Якутии. Вот, и как бы это вот уже понимаю. И смотрю, что ребята постоянно приходят там. Ну, что скрывать, да, у нас даже наши работники там после 6 часов я, ну, как бы вечером домой ухожу, смотрю, ребята сидят там, что делать, игры? Они сидят там уже, ну, играют, в общем, там. И все играют там, в принципе, только в одну игру, там, CS2, либо, ну, либо Доту. Да, и поэтому там... И главное, играет вообще возраст вообще там от школьников до, ну, до ребят за 40, так скажем, в общем. И поэтому у нас, я что-то вот, ну, не ожидал, что прямо так у нас киберспорт развит вообще. И, ну, это видно то, что у нас и цифровизация в нашей республике тоже вот как мини-инновация отрабатывает, да, там, как это все начинали, какие начинали наши приложения, какие Анатолий Скалуныч, да, там, все это тоже, все это начинал. Какие наше руководство республики, я даже знаю чиновников, которые прекрасно играют в КС-2, ну, они тоже с командой, ребята, они тоже, ну, играют, там, проводят, ну, если есть свободное время, то играют именно тоже, увлечены, как бы, компьютерным спортом. Вот. А у нас как бы компьютерный спорт поддерживается и руководством нашей страны, поэтому это необходимо поддерживать. И я вот третий раз скажу, то, что удивлен, то, что у нас прямо так очень много людей, которые любят играть в компьютеры. Вот. Ну, конечно, надо не увлекаться. Вот я помню случаи, когда, ну не случаи, там есть ребята, которые вот сутками сидят, ну не сутками, но часов 12, там, 17, там, кушают, короче, спят на кресле и дальше играют. Ну, это прямо как-то, ну, небезопасно для здоровья, мне кажется. Поэтому, ну, киберспорт круто. А вот патриотизм, да, можно ли ему научить, или это чувство, которое сформируется все-таки через личный Да, опыт? этот вопрос тоже очень часто спрашивают у меня, да. Ну, научить я бы как бы, ну, скажу, что, конечно, там правильное русло, если направить, да, либо показать, какая наша страна прекрасная. Мы живем в самой лучшей стране в России. Вообще, о чем еще говорить, да, там, если человеку показать то, чем наша страна богата, вообще, то, чем наша республика богата, то, конечно, он автоматически уже будет патриотом, потому что он будет любить такую прекрасную страну и республику, да. У каждого патриотизм, он как-то, вот, допустим, если я кого-то спрашиваю, что для тебя патриотизм, они интерпретируют все по-разному. А У кого-то для тебя что? Ну, патриотизм это, конечно, это моя родина, это то, где то место, где я родился, и мои родные. Вот. А вот для некоторых вот очень интересный ответ был. Вот я другу своему тоже, ну, ветерану тоже спрашиваю, а что для тебя патриотизм? Он говорит, в моем родном языке. Он, ну, прямо так он на полном серьезе говорит, если бы не мой родной язык, я бы не знал бы свои корни, я бы не знал бы свой, ну, свой род, свою сущность. Поэтому тоже так, ну, интересно слушать ребят, которые отвечают на вопрос, что для тебя патриотизм. Ну вот про ветеранов ассоциация, в общем, она довольно новая структура, да, но уже значимая. С какой главной задачей вы создавали ассоциацию? Да, вы знаете, у нас ассоциация создалась в прошлом году осенью. Долго регистрировали, оказывается, регистрировать, ну, некоммерческую организацию не так быстро, как мы предполагали, да, в общем. Я был назначен на эту должность, начали регистрировать, собрал ребят, и вот начали вот потихо вот собираться. Ну, еще главное то, что сама локация, вот, да, вот, непосредственно молодежный центр «Патриот», она и удобная тоже для ребят, для ветеранов, мы там тоже собираемся. Очень много путают. Ассоциация, есть разные ассоциации. Ассоциация ветеранов республики, ассоциация ветеранов боевых действий, ассоциация ветеранов боевых действий за отчизну, ассоциация ветеранов 5-й армии. Там, ну, короче, очень много ассоциаций есть. Вот, а наша ассоциация... Это ассоциация ветеранов именно специальной военной операции? Да, именно специальной военной операции. Непосредственно нас курирует, ну, верховный главнокомандующий через своих представителей, да, получается, Юрий Петрович Трутнев, непосредственно вот, по ДФО, полпред. И его, получается, команда, он заместители тоже нарезают задачи, каким надо там какую-то информацию там, либо собрать, либо что-то провести там, и тому подобное. Вот, и поэтому главная задача ассоциации вот нашей, да, вот, ассоциации ветеранов специальной военной операции, это сближение всех ветеранов, которые у нас есть непосредственно в республике. Это не оставлять никого одного, это вот сбор наших ребят непосредственно, чтобы они не чувствовали себя там
ну, чтобы они не чувствовали себя в одиночестве. Там. Я знаю много ребят, которые, в принципе, ничем не занимаются, никуда не ходят, очень закрытые люди. Но к нам они приходят с удовольствием, там, просто чтобы пообщаться, послушать беседы какие-то. Да, вот. Мы провели вот недавно прекрасное мероприятие на полигоне Сулус, да, вот, вот с Александром Гавриловичем Колесовым. Герой России. Да, Герой России. Соревнования, турнир по стрельбе среди ветеранов СВО. Я думал, там у нас там будет как в биатлоне, там какой-то соревнователь. Так у нас там вообще там как будто встреча одноклассников была. О, братан, здорово, здорово. Там, вот там собрались человек 50 там. Ну, главное, там пострелять от души там тоже там. Там ребята приехали еще и действующие, ну, которые были в отпусках. Да, ну, они, естественно, стрелять не очень-то и хотели, да, ладно, там, ну, постреляли чисто для вида. А все остальное мы стояли, пили кофе, кушали самсу, обнимались, общались. Как-то, так, вот такие вот должны быть встречи вот с ветеранами. Поэтому сразу общих друзей нашли, там, а ты с какого подразделения, там, а я с такого, а ты в этой группе состоишь, мы там сразу все в группу зашли, короче, ну, в МАКСе. Вот, поэтому как-то надо такие часто, ну, встречи почаще проводить. Вот ребята тоже изъявили желание, чтобы, может быть, еще такой турнир провести, там, ну, уже летом, да, получается, там, когда вот полигон будет посвободнее, там, ну, можно будет встретиться. Вот, а так, да, приятно видеть. Тем более возраст тоже там, ну, не Разный. помеха, да, разные, там, молодые ребята, там, старики вообще там, ну, возрастные люди, там, под 60 даже есть, такие у нас ветераны даже есть. Вот, поэтому там ребята пришли еще тоже не ветераны специальной военной операции, а именно ветераны, ну, чеченской войны, тоже там такие ребята тоже были, вот. Ну вот Александр Северянов, да, он же ветеран Чечни, он вообще первое место занял. И стрелял из снайперской винтовки, да. Это тоже очень, да, человек, который, ну, он тоже вот здесь непосредственно в республике занимается тоже поддержкой ветеранов, поддержкой семей вот погибших наших, ну, ребят, вот, поэтому мы с ним тоже проводили разные, ну, там, субботники, мероприятия вот на местах захоронения наших ребят, ну, на кладбище, да, я имею в виду, поэтому... В общем, все там знают, кто чем занимается, что для этого нужно, и там встречи, ну, прекрасные просто вообще там. А Поэтому... вот встречи ветеранов с молодежью, вот этот вот диалог. Да, знаете, это у нас проводится непосредственно в нашем молодежном центре. Называется, ну, есть цикл таких мероприятий, называется «Своим примером». Мы туда зовем, получается, наших старшеклассников, либо школьников вообще, там, ну и молодежь, конечно, тоже студентов, и зовем наших героев России. Ну, если не героев России, то просто ветеранов специальной военной операции. Вот, обычно вот, там нету никаких делений по родам войск, либо по подразделениям. Там у нас там и ребята, вот сидят ребята герои России, но там еще там рядом тоже ребята, служившие по контракту с Минобороны, либо с ЧВК, вот, и рассказывают, как они служили, и потом начинается самое интересное, это вопрос-ответ. Там от школьников такие вопросы идут вообще, поэтому, ну, и каверзные вопросы есть там. Потом, когда вот мероприятие заканчивается, потом ребята сами подходят и спрашивают там какие-то жесткие, довольно-таки жесткие вопросы, но ребята у нас не все знают, что прямо, ну, вот отвечать, ну, конкретно прямо так нельзя, поэтому очень грамотно, завуалированно отвечают на любые вопросы наших несовершеннолетних школьников, либо, ну, молодежи, в общем. Вот. Я бы хотел сейчас, конечно, рассказать, что они спрашивают, но лучше, наверное, не надо. Но вот вы же сказали с самого начала, что среди ветеранов очень много молодых, да, ребят? Да. Вот. И насколько вот большая разница между, вот взять ровесников, один ветеран, а второй, ну, студент, допустим, там. Не служивший, имеете в виду? Не служивший, да. Ну, не, ну, разницы там особо, конечно, нету, ну, кроме психологического, конечно, воздействия, которое было, допустим, у человека, который служил. Причем я хочу заметить, это не просто он в армии отслужил, да, а непосредственно вернулся с боевых действий. Вот, поэтому определенные жизненные взгляды, конечно, у него там поменялись уже там. И ценности тоже. Вот, поэтому разница есть, но все равно, как бы, я бы сказал бы, что молодежь у нас очень разная и очень целеустремленная. Поэтому
Ну, вот так вот, ну, прям так вы Ну, спросили. в целом нравится вам наша молодежь, да? Конечно, ну, вообще, это, да, и поэтому наши вот ребята, вот я хотел бы сейчас, ну, ответить, да, вот на ваш вопрос, вот сейчас у меня в голове вертится, которые вот, ну, приехали, да, вот непосредственно специальная военная операция, они интегрируются в нашу молодежь, которая здесь находится, ну, спокойно. У нас нету там никаких там, ну, как в фильмах показывают, сильно там каких-то ребят, которые, ну, немного не понимают, где они находятся. Все равно все знают, что это гражданка, это уже не война, это здесь мы находимся, здесь есть ребята, которые тебя поддерживают, здесь вообще вся страна поддерживает, поэтому, в принципе, какие-то вопросы, если возникают, они возникают часто, да, то могут прийти к нам в ассоциацию и там уже вместе получить ответы на интересующие вопросы. Вот, а так, ребята также там занимаются, там, тоже в компьютер играют, тоже сидят там в КС рубятся там и тому подобное, поэтому интересы идентичны. Мы приближаемся к Дню Победы, дата, которая для страны остается сакральной. У вас будет отдельная колонна, да, в День Победы? Да, вот я бы тоже хотел бы рассказать. Просто я первый раз участвую вот в параде 9 мая, непосредственно, ну, будем маршировать. У нас, ну, не отдельная колонна, получается одна, отдельная коробка у нас. Ну, коробка это, получается, вот 30 человек. Внутри колонны? Внутри колонны, да. И вот у нас, получается, прошли наши репетиции. Вот. И что вы понимали, да, там ребята там пришли вот, ну, из органов, допустим, там коробки стоят, а их там человек 15, наверное, да. МЧС, курсанты, там, УФСИН, потом ФССП, там, все, ну, в одной форме, все в форме, да, все там 40 человек. И там стоят там ветераны, там, у нас там стоит человек 15, кто в чем там, у кого-то цифра мультикам, у кого-то цифра, у кого-то пиксель, у одного там точно такая же, ну, там ветеран Чечни, получается, был, там, и он в такой же форме, как росгвардейцы пришел вообще. И такое ощущение, как он с ними должен быть, а не с нами, в общем, да, но он все равно гордо стоит с ветеранами. Вот, и да, конечно, маршировку и, ну, вообще строевую подготовку мало кто проходил, а практически у нас из ветеранов никто не проходил, только на срочке проходили, да, там давно когда-то. Вот, а поэтому, ну, все стараются, как могут, маршируют. Маршировать, оказывается, не так уж легко, как обычно, что там, пройду там. У меня такое ощущение, как будто я все делаю правильно. Потом мы сняли видео, я посмотрел, там, блин, это здесь не то, там не так, здесь в разнобой, кто-то ведет вперед. Столько замечаний вообще. Поэтому вот ребята, которые маршируют на Красной площади, которых я смотрю каждый 9 мая, да, это вот, ну, на Красной площади, на параде Победы, вот они красавчики, в общем. Я вообще молчу еще про северокорейцев, что они там, все там синхронно все делают, поэтому. Но, по крайней мере, мы будем стараться. У нас еще есть 2 тренировки впереди, 2 репетиции, поэтому, я думаю, коробка ветеранов республики, ну, я думаю, не подведет. Отмаршируемся достойно. И нормально промаршируем. У вас ведь дедушка воевал, вы бы шли в бессмертном полку, если бы не эта коробка, да? Да. Это отец моего отца, да, Илья Перевалов. Он дошел до Берлина, воевал в Сталинграде, ну, в экипаже танка. Как его звали? Илья Перевалов Илья. И, получается, он связал свою жизнь с творчеством. Ну вот, он оперный певец, и в Москве, получается, на опере «Нюргун Батур Стремительный» исполнил главную роль Нюргун Батура еще в далеком 1957 году. Вообще, мне отец фотографии показывает, рассказывает. А я, ну, относительно, ну, давно, ну, то есть, наоборот, относительно недавно он рассказал то, что вот он воевал там и тому подобное. Вот. А когда я был маленький, я как бы сильно не обращал на это внимание. Вот сейчас уже только вот ничего себе там. Человек, который прошел войну, вообще, ну, творчеством занялся. Вот. Мой отец тоже артист театра, оперы и балета, тоже оперный певец. Вот. Ну, к сожалению, я не артист оперного театра, да, поэтому... Может, не к сожалению. Ну, да, там, поэтому как-то так. Но вот эта вот преемственность поколения, она чувствуется ведь, да, получается? Да, конечно, конечно, чувствуется. Откуда-то это в крови все равно есть. Поэтому, ну, особенно вот у нас, да, вот у якутян, у нас и очень много людей и воевали Великую Отечественную войну, да, к сожалению, очень много людей не вернулось, как мы все знаем. Вот, и поэтому родину защищать у нас в крови это есть у наших непосредственно земляков. И это, ну, проявляется непосредственно в зоне проведения вот боевых действий.
это ощущается, и как бы, ну, это видят другие, как бы, поэтому если из Якутии, то, ну, я сейчас без хвастовства говорю, просто я своими ушами и слышал, и как бы и мне тоже и ребята рассказывали, ну, и командование как бы к этому таки относится, что если с Якутии, ну, слава богу, значит, тут с оружием уже имел дело, потому что все, кто, ну, все якутяне, все охотники. Ну, это Поэтому- даже и сам президент во время своей Да. прямой линии отметил Да. наших бойцов. Что ж, Славстан, у нас время у нас подошло к концу. Я благодарю за интересную глубокую беседу. Вам спасибо большое, что пригласили. Мы сегодня поговорили о вещах, которые не всегда измеряются цифрами или результатами, о памяти, о выборе, о внутренней ответственности. И, возможно, главный вывод в том, что патриотизм не возникает по указке, а рождается там, где есть личный опыт, правда и готовность быть рядом с другими. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.